Уважаемые жители Республики Коми, добрый день! Сегодня очередное наше включение. У нас на сегодняшний день подтверждено 527 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки 20 человек. Под медицинским наблюдением находится 4149 человек. И выздоровели 23 человека. Хочу проинформировать вас о ситуации с Эжвинской больницей. Вы помните, что там был очаг. Сейчас Эжвинская больница полностью вспышка купирована. Пациенты все выписаны либо в обсерватор, либо домой, пролечены. И сейчас мы проводим там полномасштабную газообработку. Только после того, как мы получим там отрицательные смывы, мы снова Эжвинскую больницу запустим, но уже в ее первоначальном задачах не как ковидный госпиталь, а как больницу, которая будет выполнять скоропомощные функции. По плану готовности тоже расскажу два слова. На сегодняшний день мы подготовили 7 медицинских учреждений всего по Республике Коми. И в них развернуто 1026 коек. Это, с одной стороны, много, потому что нам по расчетам надо ровно в два раза меньше, 410 коек. Но, учитывая опыт Москвы, где потребовалось практически в 5 раз больше от того, что планировалось, мы, конечно, страхуемся, поэтому развернули, как я сказал, уже более 1000 коек, при этом 653 койки это с подачей кислорода. Это тоже очень важно, потому что, как правило, пациенты, больные коронавирусом, они кислородозависимые. Продолжаю информировать вас о поддержке малого и среднего бизнеса республики. Для предпринимателей в регионе уже действует два пакета мер. И в первую очередь всех сейчас интересует отсрочка по арендной плате за 2020 год. Я вам хочу сказать, что мы по договорам, заключенным в отношении государственного и муниципального имущества республики, такое решение приняли. И сейчас согласовываем еще одну меру, касающуюся тоже арендных платежей. Это полное освобождение от уплаты аренды государственному или муниципальному имуществу на период действия режима повышенной готовности для предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших отраслях экономики в условиях пандемии. Это совершенно точно будет важно. Полное освобождение. Именно об этом просят меня предприниматели. Но, повторяю, это на период повышенной готовности. Как только период повышенной готовности будет снят, и вы вернетесь на свои рабочие места, соответственно, вы будете работать, и арендная плата будет возвращена. Теперь, что касается продуктовых наборов для школьников, также вы знаете, что мы этим вопросом занимаемся, потому что была жалоба на их скудность. И мы нашли возможность увеличить в 2 раза стоимость такого набора для школьников. Поэтому все поручения по расширению ассортиментов, увеличению энергетической ценности все даны. И прошу особенно руководителей городов и районов со всей ответственности подойти уже к исполнению этого поручения. Еще одна очень важная тема. Приближается дачный сезон. Для многих дача — это не только место отдыха, но и способ обеспечить себя и свою семью свежими овощами, заготовки сделать на зиму. И это, безусловно, очень важно. Поэтому мы подходим, и я, и штаб оперативный, подходим к тому, что поездка на дачу — это, конечно, важное и нужное мероприятие. Нужно его провести максимально с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и правил. И, конечно же, мы расширяем просто режим самоизоляции, понимая, что как раз дача и будет продолжением режима самоизоляции. При этом нужно, безусловно, подумать о том, наверное, большем количестве
жителей, кто поедет общественным транспортом. Здесь мы тоже прекрасно отдаем себе отчет, что мы не должны допустить скученности, иначе смысл был этот режим самоизоляции, если в автобусе будет, что называется, битком набито. Поэтому прорабатываем, чтобы, во-первых, на маршрутах было значительно больше единиц транспорта, и был режим, регламент заполнения, чтобы заполнялось не более чем на треть. То есть только сидячие места и только с социальной дистанцией 1,5-2 метра. Поэтому вот эту тоже работу проводим, постараемся к началу дачного сезона закончить, сформировать все правила по перевозке людей без скученности и вот таким образом режим самоизоляции расширить, но тем не менее понимая, что он будет выполняться на дачных участках. Еще в связи с этим хотел бы сказать, что здесь должна просто ваша дисциплина. Если человек чувствует себя неважно, если у него продрома, там, температура, то, конечно, выезжать в таком состоянии на дачу ни в коем случае нельзя. Нужно завершить лечение на дому, в городе. Почему? Потому что все-таки удаленность и вызывать врача скорой помощи и скорую бригаду скорой помощи на дачу, это значит отвлекать бригаду на большее количество времени, нежели если бы это был вызов на дом в городе. Ну вот на сегодня я думаю, что основные все вопросы я осветил. Будьте здоровы, продолжайте режим самоизоляции. До завтра. Всего вам самого доброго.